У операторов в центре обработки звонков 112 не бывает свободного времени, ведь обращения здесь принимают круглосуточно. Только за один день поступает более 600 вызовов. Как правило, люди звонят по самым разным проблемам, но в первую очередь здесь реагируют на острые вопросы. Но когда отключают электричество или газоснабжение, в некоторых городах и районах телефоны здесь просто разрываются от звонков. Но чаще всего люди не задумываются, что пока кто-то выясняет причину отсутствия света, другие просто могут не дождаться своей скорой помощи. Председателю правительства Ингушетии Зелимхану Евлоеву начальник центра рассказывает, как обрабатываются вопросы, поступающие от граждан. Звонков какой? Значит, у нас проблема в чем бывает, значит, система 112 поставлена так, чтобы в первую очередь мы реагируем на экстренные вызовы. Это 01, 02, 03, 04 антитеррор. Но также вся работа у нас, проблемный вопрос у нас это электросети, в основном электросети. Потому что у нас такая ситуация получается, когда отключение происходит, мы знаем у республики Дахш, в Дивей, что при отключении идут массовые звонки именно на 112. В системе одновременно находятся Центры управления кризисными ситуациями, единая диспетчерская служба муниципальных образований и службы экстренного реагирования на все территории республики. На сегодняшний день у нас заключены соглашения, регламенты со всеми дежурными службами, заключены соглашения, регламенты с сопредельными республиками, это Северная Осетия, Чеченская республика. В этом плане уже работа идет, ГКУ служба 112 и готова работать. Председателю правительства Ингушетии показали усовершенствованные условия работы. Теперь операторам доступно больше информации от звонящих. От оперативности действий специалистов центра порой зависит и жизнь человека. Хамзат Бузуртанов за годы своей работы слышал самые разные вопросы на том конце провода. Приходилось даже спасать человека, который потерялся в лесном массиве. Но самое главное, как отмечает, здесь он научился психологическим навыкам. Тут система такая, что любой человек, который звонит, у нас уже выявляется номер телефона его, место расположения. Мы записываем все данные, информацию, которую он нам скидывает, говорит точнее. И мы отправляем эту карточку. Эта карточка идет уже непосредственно в полицию, если там нужна скорая, по всем ведомствам, которые уже должны подключиться. Они сразу же начинают реагировать. Одна из проблем, с которыми сталкиваются операторы, это звонки, которые поступают от детей. Как правило, звонят без повода. И сейчас в операторской вновь раздается такой звонок. Детская шалость. Пока операторская принимает звонки, председатель правительства проверяет техническое оснащение. Экскурсию лично проводит начальник Главного управления МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. Рассказывает о том, какие возможности будут открыты при центре совсем скоро. Есть такая пост технического ремонта автомобилей. Он в штатной структуре идет, в отряде. Скорее всего, мы будем его здесь делать. Если сейчас министр подпишет документ, ваш такой, ремонт наших пожарных автомобилей будем делать на базе вот этого. Лида Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.